Labrīt, 3. maija rīts. Tā glezna gan forši pretī tur. 30 brokas, tagad 7:22. Labi, ejam pa durīm ārā. No 4. uz 1. Smart mašīnīte. Vakar jau noskatījos Volvo XC. Nurnberga šodien mūs sagaida. Cīnen. Visa mūsu grupa gaida brokastis. Atvēra kaut kādas manas brokastis šorīt. Jāaiziet man pēc durumiem ir. Būs man ar laikam jāieliek kaut kas no šitā. Mūsu grupa iet ar lielu atslēgu uz tualeti. Skaisti, laimīgi. Sanitārās pieturas apkārtne. Vēlreiz atkārtoju, netālu no Ņurnbergas. Viena tualete uz visiem. Jūs pēc smaržām? Pēc kā jūs te stāvat rindā? Ko? Deficītu pārdot. Ar ilgiem laikiem nopirku Vācijā arī saldējumu. Pafilmējam kustību. Virzienā uz Ņurnbergu. Degvielas cenas 3. maijā Vācijā. Esam pie tādas lielas skaistas ēkas. Pilsēta saucās Ņurnberga. Mēs dosimies 2 stundu ekskursijā pār šo pilsētu. Да, меня зовут Анна, мы будем сегодня гулять с вами по Нюрнбергу. Dodamies uz kaut kādu objektu. Diezgan iespaidīgi izskatās. Drūmes, garas, tuneļveidīgas telpas. Nāk mūsu grupa. Cietokšņa grupa no Latvijas. Un tālūk cietoksnī šeit. Jaukā labā laikā. Что с той стороны, конечно же, будет видно восточную часть города, где находится тот же самый дворец правосудия, в котором проходил Нюрнбергский процесс, однако вы рассмотреть его все равно не сможете. Brīvajā laikā aiziesim uz to parku un uz to sienu. То есть, более того, Нюрнбергский замок это был тот замок, который не мог похвастаться каким-то постоянным гражданством. Это был замок резиденции, да, то есть он не постоянно был занят и обживаем. Laikam attālinies no cietokšņa. Jauna lokācija. Turpina stāstīt mums. Потом из старой ратуши, тоже чуть-чуть подальше будет, на выезд из города был построен туннель на случай, если вдруг Нюрнберг будет осажден, императору вдруг придется выехать из города, был построен туннель. Нюрнберг здесь очень легко ориентироваться, обнесен крепостной стеной. Она здесь обозначена вот этими зелененькими участками, да? Зеленые участки. Или это у нас зеленые участки, это, наверное, ров.
а стена это то, что желтое идет вдоль этих участков. И мы видим, что она прерывается. В 19 веке город Нюрнберг развивается как огромный промышленный центр. Здесь до сих пор существуют такие предприятия, которые каждый из вас знает, как, например, МАН, это автобусы МАН, грузовики, который был основан в городе Нюрнберг, это производство. Первый поезд, например, который пошел на территорию Германии, пошел из Нюрнберга в Фюрт. То есть Нюрнберг на тот момент в 19 веке был центром индустриализации. Большое количество подземных подвалов сохранилось в Нюрнберге. Подвалов у нас было очень много, потому что в средние века вода была ужасного качества в власти города. Jauks paskats. Būs. Labi. Vēl mazo knibucīti. Švitotē. Такой узкой, высоко стремящейся постройки. Ренессанс у нас начинается с 16 века, активно в 17 веке застраивали, у него были деньги. После реформации, в принципе, еще здесь было все достаточно хорошо. Kārtējs afišu taps. Pie baznīcas protestantu. Šīs te baznīcas. Cik augstu uzgāja. Turpinām kustību, skatīties, apskatīties, priecāties, kādam varbūt garlaikoties, bet visi šie mūri, cietoksni un apcietoksni man vienkārši rada grandiozu labu iespaidu. Būs labs laiks. Svētdiena, svētku diena vēl. Kāds uzraksts uz sienas šeit. Mūsu grupa pretī. Ir tādas iespaidīgas. Tāpat baznīca laikam. No otras puses. Vietējie Nīderlandieši atpūšas. Kārtējā pietura. Мы сейчас здесь остановились, мимо проходили, вы чувствовали запах гриля. Шашлыков пахнет на самом деле Не, запах пива там было. Пиво тоже Да, было, но про да. пиво я вам уже сказала. Стандартный вариант — это 3 колбаски в булке с капустой или без, чаще всего с горчицей. Если вы попросите кетчуп, но вас могут косо посмотреть, но можете и с кетчупом их съесть. И вот в этом заведении их грилят или готовят на гриле на дереве, на деревянном, на дровах. Мы с вами подошли к главной площади. Про главную площадь расскажу чуть позднее. Сразу рассказываю про то, что сзади меня. Мы видим, на площади всегда был колодец, чтобы люди могли прийти на эту площадь, потому что на площади чаще всего был какой-нибудь рынок. И люди приходили там за какими-нибудь товарами. Рынки раньше были разделены. В одной части был молочный, винный рынок, там мясной рынок. А потом у нас появился в городе общий рынок. И, соответственно, самый большой колодец. Покупаешь что-то, набираешь воды. И, собственно говоря, день удался. Шпиль у нас представляет собой собрание из 40 скульптур. И каждая из этих скульптур – это у нас представитель какого-то течения религии, философии, искусства. И в XII веке начинаются в рамках Священной Римской империи, это католики, да, они начинаются гонения на евреев. Первые гонения, это активно участвовали тогда такие территории, как Кёльн и Райнланд-Пфальц, это очень такие католические епископства были. И оттуда евреев выгоняют. Esam Ņūrnbergas pašā sirdī. Rāds laukums. Ar visu savu grezno sienu. O! Kā reiz sita. Vīrietis vietējais skaidro. Tiltiņi, ūdens. И этот мостик был построен для того, чтобы объединить две части одного учреждения, а именно госпиталя Святого Духа.
Госпиталь Святого Духа – это, можно сказать, богадельня, которая была построена на деньги богатых людей для бедных людей. И она у нас, и этот госпиталь был построен сначала с одной стороны, это вот эти здания, они относились к этому госпиталю, затем были построены здания на островке, и для того, чтобы каким-то образом их объединить, под ней уже построили здание мост, и, собственно говоря, получился вот такая вот у нас красота. Да, собственно говоря, самый фотографируемый, самый инстаграмный вид города Нюрнберга. Если вы не были здесь, были в Нюрнберге, у вас нет ни одной фотографии с этим видом, вы практически не были в Нюрнберге. Bija tikko informācija par šiem tiltiem. Tad skati obligāti ir. Jāiemūžina šeit, jo šie skati nav iemūžināti, tad Ņurnbergā jūs neesat bijuši. Skaisti. Nu, pietiks, Gunta, fotografēties. Tā, būsim nonākuši pie otras lielākās baznīcas. Viena bija atpakaļ, otra tagad šeit ir. Tā pati Ņurnberga, tāds pats 3. maijs. Un tā pati grupa. Tur tālumā var redzēt to lielu augsto torni. Tur būs arī mūsu autobus un ģidene mūs tur atradīsies. Ja? Teiks bye bye. Ko te rāda temperatūru, spiedienu. Vēstures profesori. Как раз те самые события. Собственно говоря, христианская церковь набирает обороты. Валериан у нас язычник, он видит, что это новое религиозное течение богатеет, потому что большое количество людей знатного рода становятся христианами, у них появляется большое количество денег, и он зовет к себе Лаврентия, Лоренца, и как главного представителя этого течения к себе на ковер, богатствами нашей церкви. Ieejam arī baznīcā. Vēsts patīkams. Bībeles raksti. Laikam parādīts, ko ir sagrauts lielā Krievijas karā. Pamatīgs zvans. Ir kaut kāda informācija par viņu vācu valodā. Es garu laiku ieslēdzu kameru. Gaidu, ka kundze nāks ārā un nenāk. Ietējies bombas. Ļoti labi atpūšās. Ideāli naktsmītis. Nav nekas jāmaksā. Ejam gar kanāla malu. Kaut kāda rekonstrukcija. Varam patauzīt. Vēl vieni vairāk tiltiņi tur priekšā. Iesim uz abiem tiltiņiem. Visi ēd, svin brīvdienas. Kafē bārs Celona. Interesanti vārdi. Mākslu visam jāskatās no diviem puses. Te es skatos tādas apgleznotas sienas visādas. Brīvā māksla.
vai pie šī vīra mēs bijām. 15. gadsimta pašas beigas. Kaim trinklās ar. Ieejam tajā slavenajā dārzā. Te ir pats centrs. Ekskursija Vāģītis. Čau, labrīt, neatkarības dienā. Bet no Polijas un pa logu lielā štrāse blakus. Ņemam pikaro kartīt ārā, gaisma nodziest, durvis atverās. Доброе утро. Mums te viens filmē. Visas viesnīcas iefiksē. Jā, priecīgi. Veselas 3 zvaigznes Pikaro. Pikaro hotelis. Tālūk te mums izskatās. Доброе утро. С праздником. Да, спасибо. Kafejnīca no ielas puses jāiet. Pikaro. No 6. Nu, redz. Izvēle ļoti liela. Mana porcija pat nosvēra, bet nu izvēle pamatīgi gaišanai. Es esmu tik laimīgs. Lūk, viesnīca. Bet atvadu brokastis. Super. Izraisījās strīds nedaudz. Paldies, paēdām. Sanitārā pietura Polijā. Lūk, McDonaldā pasūtītu kafiju. Kāpsim autobusā un baudīsim kafiju. Pēc Polijas laika 12-14 minūtes. Un te ir viena nomaldījusies poliete. Nezinu, kur viņa braukšot man līdzi, es nezinu, kāpēc. Visiem šiem cilvēkiem jābrauc ir vēl ilgi. Pasies, cik viņi laimīgi māja rokām, nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka uz mājām.